Поселок Киласур – восточные ворота столицы, место сосредоточения важных объектов инфраструктуры. Здесь расположены государственный университет, общеобразовательная школа и детский сад. Именно этот фактор, помноженный на интенсивность трафика, приводит к заторам на Кадорском шоссе в часы пик. Больших задержек по времени у автомобилистов не возникает, но это создает неудобства. Не знаю, мне кажется, здесь где-то, может, светофор надо будет установить, потому что если машины едут в ту сторону, например, в левую, то здесь просто это надо 2 полосы переезжать, это очень сложно, никто друг другу не уступает. Я рядом живу, но я даже детей не могу отправить в школу, чтобы они пешком пошли. Тут они не заезжают, они залетают, это крик души. Невозможно, просто одни пробки. Что-нибудь сделайте, пожалуйста. Помогите нам исправить эту ситуацию. Нужно отметить, что на данном перекрестке нет светофора. Водители должны руководствоваться водительской солидарностью, а пешеходы – инстинктом самосохранения и верой в ту же водительскую солидарность. В часы пик здесь образуется хаотичное переплетение автомобилей и пешеходов. Пробка образуется в связи с тем, что отсутствует солидарность между водителями. Те, кто двигаются на транспортных средствах с Гулрыбского района в город, центр, они движутся прямо, а с центра города, едущие на учебу в университет, должны совершить маневр, повернуть налево. Поток не пропускает, водители не останавливаются. Если каждый из водителей будет соблюдать правила ПДД четко, пропускать других встречных водителей, то и пробки, соответственно, не будет. Каждый стремится проскочить первым, создавая напряженную атмосферу, в которой любое неосторожное движение может привести к столкновению. Тем не менее, аварии здесь случаются редко. Возможно, именно постоянная угроза столкновения заставляет всех проявлять предельную внимательность и осторожность. Водители стараются предугадать намерения пешеходов. Пешеходы оценивают скорость и траекторию движения автомобилей. Это своего рода некая форма коллективной ответственности, которая необходимо соблюдать на нерегулируемом перекрестке. Если водители приличные, порядочные попадаются, то нормально, проблем нету. Иногда попадаются, что не получается проехать. Очень сложно, потому что нарушают правила очень многие. И потом не уступают мужчины большинство. Некоторые, да, но большинство. Вот мужчины едут и не уступают дорогу. С началом учебного года у средней школы номер 6 имени Комарова интенсивность автомобильного движения значительно увеличилась. Ситуацию также осложняют припаркованные вдоль трассы машины. Но в час пик ситуацию спасают сотрудники ГИБДД, которых зачастую можно увидеть перед началом занятий у многих школ, расположенных вдоль оживленных дорог, которые обеспечивают безопасность школьников. Дети, их очень много, перебегают через проезжую часть. Инспектор должен контролировать, чтобы, не дай бог, не произошло дорожно-транспортное происшествие с участием наших детишек. Зачастую у нас водители оставляют транспортные средства под запрещающими знаками и со своими детьми уходят в учебные заведения. И до момента возврата их обратно создается пробка. Заторы в городе с каждым годом становятся серьезнее. Нужно учитывать, что количество автомобилей в стране растет. Это приводит к увеличению времени в пути. Одной из основных причин роста пробок является увеличение числа личных автомобилей. Все больше людей предпочитают личный транспорт общественному. Это ведет к перегрузке дорожной сети, особенно в часы пик. Кроме того, недостаточно развитая инфраструктура, отсутствие развязок и недостаток парковочных мест усугубляют ситуацию. Последствия транспортных заторов ощутимы для всех. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.